я заведующая отделом рекламы и продвижения Национальной библиотеки Ямала, город Салихард. Так любопытно выступать, когда уже организаторы, наверное, пообедали, да, а на юге уже только наливают кофе. Недавно посмотрела, какая у нас разница в часовом поясе. Ну да, какая у нас огромная страна. И для этого я хотела бы, чтобы все в чат написали единичку те, кто налил себе кофе, двоечку те, кто налил себе чаек, водичку, пятерочку те, кто сейчас заказал себе суши-пиццу или что-то перекусить, чтобы не отходить далеко и слушать. И десяточку те, кто уже ждет, когда я начну говорить что-нибудь умное. Пожалуйста, напишите, кто у нас тут присутствует. Будет очень любопытно. Такой мини-срез, кто откуда в таком формате. В формате еды. Единичку отправляют. Единичку, кофе пьют, отлично. Мы тоже с утра кофе попили, чтобы взбодриться, чтобы у нас был сегодня продуктивный денечек был, чтобы... Сегодня мы поговорим с вами о формировании бренд-стратегии на примере Национальной библиотеки. Покажу вам, как продвигаем мы себя через ВК-клипы. Немного затронем тему продаж и на чем можно заработать в библиотеке, а также в конце обсудим конкурсы, форумы, на которых участвуем мы и в которых участвовать можно всем библиотекарям, независимо от своей занятости, профессии и чем вот вы занимаетесь в библиотеке. Попрошу всех подключиться максимально к обсуждению и писать вопросы, предложения в чат, а также включиться визуально для того, чтобы смотреть на презентацию, потому что у нас будет очень много визуального контента такого хорошего, и в формате аудиокниги меня слушать будет достаточно сложно. Да, конечно, можно и в аудио формате, но, конечно, презентация у нас будет яркая, насыщенная. Хотелось, чтобы все участники ее увидели. О себе я хотела бы рассказать по поводу образования, да, например, о том, что я занимаюсь рекламой уже давным-давно и работала также дизайнером в агентствах, потом закончила филфак и по рекламе, связям с общественностью. И общий стаж примерно у меня насчитывает уже 14 лет в направлении рекламы. И думаю, многие из присутствующих не предполагали, что вообще будут работать в библиотеке, как и я. Для лучшего понимания, вот я бы хотела, чтобы тоже в чат написали, те, кто сейчас у трансляции, или, может быть, позже кто-то напишет на YouTube, под YouTube трансляции, свою специальность и должность, организацию, в которой работаете, и еще один пункт, кем вы работали в своей первой работе. Может быть, она вообще не относилась к библиотеке. Может быть, это вообще, вот, например, я работала официанткой на набережной в Анапе. Ну, это мое было студенческое время, когда, ну, очень было весело, и это как бы отпечаток на мою жизнь потом легло. Может быть, у кого-то была тоже такая интересная работа. Объясню, зачем это. Объясню, зачем эти 3 пункта написать нужно в чате или в сообщениях, для того, чтобы мы немножко поняли, кто из нас кто, чем занимается, и определили бренд-стратегия, понятно ли вообще это понимание, что такое бренд-стратегия, как вообще воспринимают люди, чтобы мы были, в общем, на одной волне. А для того, чтобы вы написали свою бывшую профессию, тем, кем вы работали раньше, это поможет нам немножко приземлиться. Я объясню, что я имею в виду. Однажды я сидела на набережной в городе Салихарде, смотрела на наше синее море прекрасное, и тут ко мне подошел мужчина и спросил: девушка, как вас зовут? Ну, в общем, решил познакомиться. Он говорит: и меня зовут Ахмед, я говорю: я Аня. В общем, и я как бы так, разговор зашел, я говорю: а кем вы работаете? Он говорит: я работаю строителем. А я говорю: а я работаю в библиотеке. Причем я не сказала, что я работаю библиотекарем. Я сказала в библиотеке. То есть, ну, в моем понимании, что это как бы много профессий. И, ну, человек сразу, знаете, вот такая реакция я вот увидела, что, ну, у него какой-то был ступор. И я говорю: а что в вашем понимании библиотека?
Он такой: ну, вы знаете, наверное, вот мы даже не знаю, о чем с вами поговорить, потому что вы, наверное, такая начитанная, там книги читаете на работе. В общем, такое стереотипное мышление. Мне кажется, если бы он спросил, а почему вы не в очках, ну, это было бы вот просто... Мы бы с ним подрались в этот момент. Я к тому это говорю, что нужно все-таки немножко себя приземлять. Нужно все-таки смотреть на людей не с той позиции, когда вот мы уже, допустим, долго варимся в своей теме в библиотеках, да, но мы уже должны понимать людей, которые читатели наши, которые не занимаются совершенно никаким рекламным направлением, там, библиотеками, может быть, вообще не читают, они в другой теме. Мы должны понимать этих людей, чтобы их привлечь, чтобы немножко быть с ними на одной волне. И сейчас я хочу попросить наших коллег включить первый ролик, который я подготовила вместе с коллегами, о том, что же такое национальная библиотека. Это такой, знаете, возвышенный ролик о том, из чего мы, откуда мы. В Европу и Азию стоит целый материк – Россия. В центре ее арктического ожерелья, на крайнем севере Западной Сибири, между Енисейским горным щитом и Полярным Уралом, расположился самый северный субъект Федерации – Ямал, край Земли. Он держит на своих плечах Северный Ледовитый океан, а его центр рассекает крупнейшая река планеты – Обь. Здесь веками живут коренные жители, сохранив уникальную арктическую культуру и традиции. Они выпасают стада северного оленя и живут в гармонии с природой. Богатые недра Земли, бескрайняя тундра и тайга севера манят исследователей и путешественников со всего мира. Покорять реки и горы, изучать неизведанные уголки Родины, наблюдать за северным сиянием и просто жить. Приезжают они в единственный город на полярном круге Салехард, основанный в 1595 году. За это время было написано немало книг. Историки и искусствоведы, художники и писатели приумножают культуру региона, а сохранить труды для будущих поколений помогают наши учреждения культуры, где центром популяризации книжного наследия является библиотека. Новые и редкие электронные и периодические издания доступны каждому, стоит лишь открыть двери. Национальная библиотека Ямала. Читайте, изучайте, путешествуйте. Да, спасибо за внимание. В общем, закончу на том, что с Ахмедом мы попрощались, и я сказала: Ахмед, вы знаете, библиотека – это совершенно не то, что вы сейчас думаете, совершенно другой формат. Начала ему рассказывать про то, какая библиотека сейчас замечательная, сколько всего там у нас есть, в общем, включила такого сотрудника ЦИОМа, который изучает общественное мнение. В общем, я поняла, что все-таки, несмотря на то, что у нас проделана огромная работа по продвижению чтения и вообще бренд-стратегия национальной библиотеки и всех библиотек вообще в стране, огромная работа, но несмотря на это, все равно очень много людей, которые совершенно не понимают, что сейчас представляют из себя библиотеки, насколько они стали крутые. Вот. Я к тому возвращаюсь, чтобы немножко... Мы начали с того, понимали, кто у нас наша аудитория, и что нужно с ними работать и работать. Итак, Национальная библиотека Ямала. Да? Это автономное государственное учреждение, которое находится в городе Салехард и является окружной библиотекой и методическим центром для библиотек округа. Наш фонд насчитывает 47 тысяч изданий электронных и книжных изданий. Мы проводим более 70 мероприятий в год, и несмотря на то, что у нас 30 человек, коллег наших персонала, 50 проектов мы делаем для наших жителей. Также у нас есть большое количество электронных ресурсов. Это литературная карта Ямала Харей, которая создала для нас 150 доступ к 150 ямальским авторам. Очень большое количество произведений на национальных языках, также переведенных на английский язык. Сейчас мы работаем в направлении с переводами на китайский язык. Дальше у нас есть электронная библиотека Ямала, где любой читатель может получить доступ бесплатный к изданиям
наших национальных газет «Нарьян Ангерм» и «Лухафт», а также получить доступ к изданиям «Красного Севера». Это тоже газета. Она начинается, вот наше издание, которое представлено на сайте, с 1933 года. То есть, очень огромный фонд у нас. Насчитывает вообще очень большое количество. А Национальная библиотека, она вообще начала свое такое перерождение, можно сказать, с 2015 года, когда у нас появилось новое здание, у нас появился фирменный стиль, это была модернизация библиотек. Так мы начали делать свой фирменный стиль, у нас появилось основное сочетание цветов зеленый и голубой, где мы сейчас используем практически во всех наших сувенирах, в фирменном стиле и вообще во всем, что касается Национальной библиотеки, в основном используется именно в таких цветах. Был разработан логотип, который сейчас олицетворяет букву Н и Б, как две буквы наших первых названия, и плюс внутри такой вот значок разговора, да, когда мы пишем друг другу сообщения, мы общаемся, именно такой вот значок у нас практически у всех, мы понимаем, что это общение, значок общения. Для того, чтобы продвигать нашу библиотеку, был создан такой персонаж, его мы назвали Гоша. Гоша – самый читающий олененок, который учит читать других. Он устраивает разные розыгрыши, акции, крутые мероприятия с книгами. В общем, Гоша – это наш любимец наших читателей, который присутствует вообще везде и вовсюду. И особенно он сейчас у нас распространяется как бренд не только как персонаж, но еще и мы часто используем его в нашей сувенирной продукции. Для того, чтобы продвигать нашу библиотеку, мы создали такой большой контент-план, даже не контент-план, а такую стратегию, когда из созданного персонажа мы сделали такой целый ряд мероприятий, который распространился на 13 муниципалитетах. Сейчас образ Гоши олененка используют 13 наших округов, городов. Они ежемесячно проводят розыгрыши для наших читателей с Гошей. Каждый квартал мы проводим для новых читателей розыгрыши сертификатов книжных. Также еще у нас проводится 2 раза в год акция «Гоша день». Такая акция, когда мы для детей проводим различные мероприятия, мастер-классы, квесты. Естественно, присутствует там Гоша, он как бы главный герой, с ним общаются, фотографируются, он что-то проводит, какие-то активности с детьми, в общем, вовлекает их в чтение вот таким образом. И также мы регулярно проводим выездное мероприятие «Библиозора» с участием Гоши и открытую библиотеку, то есть выходим в город, выходим пообщаться с людьми, как-то представить наши проекты, презентовать то, чем мы занимаемся. А также мы разработали большую линейку сувенирной продукции для продвижения чтения и, естественно, нашего маскота в Национальной библиотеке в его лице. Также мы разработали стикеры для общения в мессенджерах. Так, раньше мы хорошо использовали их в Viber, сейчас немножко подутихло, сейчас больше на Telegram перешли. И также масштабирование нашего проекта. Надеюсь, что Якутия нас поддержит, и мы тоже с ними сделаем коллаборацию в плане Библиозора. Мы сейчас над этим активно работаем. Вот хотела показать, что у нас как раз каждый олененок, он имеет свою такую особенность, хоть и не все одинаковые, но у каждого есть свое имя, есть немножко такое отличие в одежде, но в целом это создает такой образ единой системы библиотек Ямала. Вот такая полиграфия у нас разработана для продвижения этого проекта «Ямал читает». Стикер-паки, закладки различные, это у нас работает над этим наш дизайнер Зоя, она как раз это все самостоятельно отрисовывает, показывает, какой Гоша разный, какой креативный, вот. И вот хотела показать прям полную линейку. Мы сейчас работаем еще над дополнительным таким блоком. В 2024 году хотим еще сделать новую линейку
именно с Гошей какие-то красивые новые картиночки. А раньше у нас было направление именно Гоша в искусстве. Вот если вы могли заметить, что здесь у нас Гоша как на картинах используется. Мы его так встроили, решили немножко оживить искусство. Вот, и это очень понравилось многим людям, и это разошлось у нас и на шоперах, и на свитшотах, и везде, где мы могли только использовать, как-то его распространить. Это вопрос о бренд-стратегии, о том, что даже если у нас есть один персонаж, что с ним дальше? Как его дальше продвигать, развивать? И это только один проект. Это проект Ямал читает. А так как вы уже ознакомились, что у нас 50 проектов. И с каждым проектом нужно работать в плане наполнения визуалом, наполнения по тексту, распространения информации и так далее, так далее, так далее. То есть общая концепция все равно вот на одном мероприятии, на одном проекте можно проследить и таким образом применить ее к своему бизнесу, проекту или в целом в библиотеке, используя наш опыт. Для того, чтобы эти проекты сочетались и не выбивалось из общей концепции национальной библиотеки, мы все-таки придерживаемся общих цветовых решений. Для того, чтобы, например, если мы используем голубой и зеленый у себя, то, например, другой проект «Ямальские встречи», который у нас недавно запустился с помощью губернатора, он был инициатором этого проекта, и сейчас это, в общем, города многие на Ямале сейчас ездят у нас спикеры, выступают, вот приезжала к нам Диана Гурцкая и Дамир Юсупов, они рассказывали о своей жизни, о том, как они достигли таких результатов. В общем, это такое непринужденное общение с людьми. Для того, чтобы подчеркнуть, что это все-таки проект относится к национальной библиотеке, мы использовали как раз-таки цвета голубого цвета, немного добавили розового, как это популярно сейчас, и такого нейтрального цвета, серого. Также мы для того, чтобы продвинуть в этом проекты другие национальные библиотеки, мы делали такие подарки в виде маленького олененка Гоши. Это были созданы нашей рукодельницей в городе. Она сшила игрушки, очень красивые оленятки, именно в такой одежде, в цветовой гамме национальной библиотеки. Эти подарки мы дарили как раз-таки гостям, которые посещали города на Ямале, которые участвовали в этом проекте «Ямальские встречи». Для того, чтобы также поддерживать цветовую гамму, мы используем цвета, в основном, например, конкурс «Библиотекарь года», мы его проводим уже большое количество раз. Здесь используются практически те же цвета, но мы добавили салатового, потому что считаем, что этот цвет как раз более относится к молодым, такой более свежий считается, но также отражает нашу цветовую гамму, придерживается к нашему концепту. Также палитра других фестивалей и других проектов тоже сильно не отходит. Тут, например, у нас сейчас будет в октябре проходить окружной фестиваль ямальской книги «Афяк», где соберутся молодые ямальские авторы. И мы решили сделать вот такой вот дизайн для них, разработали и сувенирную продукцию, и лендинг для того, чтобы показать, какие у нас есть авторы, какие начинающие. Что здесь отражено? Как раз у нас ямальская наша тема – это болото. Такие вот, когда вот поднимаешься вверх на самолете, да, и ты видишь с высоты, какое большое количество у нас болот, и они образуют такие круги, пятна зеленые, салатовые, такого цвета, когда летом очень красиво это все выглядит. И мы отразили эту тему как раз-таки вот в наших буквах, словах. А также здесь присутствует, вот если обратить на букву К, то это можно представить, что это книги раскрытые, а можно представить, что это кавычка, да, к тексту, относится к тексту.
Дизайнер у нас так достаточно долго над этим концептом работал. Мы пришли вот к единому мнению, что именно вот это отражает как раз-таки молодой фестиваль ямальской книги, именно тех авторов, которые сейчас приедут, которые еще неизвестны, которые хотят вот сейчас в своем молодом возрасте показать, на что они способны. Для того, чтобы у нас прошел как бы дальше бренд-стратегия наша строится на том, чтобы показать, какие библиотекари у нас все-таки работают разносторонние, показать их жизнь, показать, как вообще можно продвигать через себя книги и чтение в целом. У нас работают молодые специалисты, например, дизайнер Зоя Худи, она является и салихарской художницей. Она в основном снимается в наших ВК-клипах. Часто мы используем как раз такую, знаете, внешность, которая отражает именно национальный колорит. Это не специально, просто, есть такие люди, которые выделяются своей какой-то энергией, выделяются харизмой, и мы выбираем таких людей, которые могут это продемонстрировать. Очень здорово, что это именно вот люди национальной внешности. Она как раз ханты, ненка, и есть у нас девочки-ханты, которые тоже включаются в то, чтобы позиционировать себя не только как библиотекарь, но еще как человек, вот именно работающий именно в национальной библиотеке. Также я хотела бы продемонстрировать вам наши ВК-клипы, через которые мы продвигаем нашу библиотеку, снимаем очень большое количество юмористических роликов, стараемся как-то креативить, сидим, думаем, как это все сделать. Интересно подать, потому что такой заезженный контент какой-то заумный, он не сильно востребован, но и такое бывает, что и нужен, конечно же. Но вот в основном у нас заходят вот такие ролики, такие юмористические, легкие, трендовые. Попрошу коллег показать второй ролик. Так, соедините меня со всеми. Алло, это все? Срочная планерка. Да, 3 часа. Вам можно доверить секрет? Нет. Скажу, все равно. Иди домой и никому не рассказывай, что ты здесь был и ушел отсюда живым. А не пора ли нам подкрепиться? По-моему, пора. Как здесь хорошо. Здесь даже воздух, вы слышите воздух? Специфический. Я к нему привык. Не помешала? Помешали. Я старалась. Не хочется этим заниматься, но у нас нет другого выбора. Поэтому можете жаловаться и ныть, или мы по-быстрому с этим покончим. Я выбираю жаловаться, а я буду ныть. Замечательные ролики, очень артистичные у вас коллеги. Спасибо большое. Дело в том, что не все они сразу были артистичными. Хочется тоже это отметить. О том, что это большая работа монтажников и людей, которые создают эти сценарии, креативные какие-то видео. Они сначала выбирают референсы, какие-то придумывают идеи, потом это все обсуждается с как раз-таки актерами нашими, выбираются локации, все это снимается не по один раз, потом это все монтируется. В общем, это такой трудоемкий, затратный по времени способ продвижения, но, несмотря на это, у нас очень большое количество просмотров. Еще не было такого, чтобы наш ролик набрал 1000 просмотров. В основном это и 5, и 6, и 10 тысяч просмотров одного такого ролика. Но поэтому стоит коллегам все-таки обратить на этот вид рекламы и продвижения внимания и использовать. Дело в том, что мы в этом направлении также участвовали в конкурсе «Топ-блог», «Вся Россия – страна возможностей», и вышли в финал именно по вот таким вот коротким роликам. Потом позже расскажу именно про топ-блог как конкурс, в котором можно участвовать библиотекарям. Также огромную роль у нас играет
вообще социальные сети в продвижении нашей библиотеки. То, что мы ведем социальные сети тоже в своем фирменном стиле, отражается и в нашем профиле, и в закладках, и оформлении наших товаров. Даже подкасты у нас сейчас идут с фирменной нашей такой картинкой, которую тоже Зоя нарисовала с участниками подкастов. Все это такой вызывает благоприятный настрой у людей, когда они видят, что это какая-то такая общая концепция, общее такое продвижение именно в различных способах и достаточно молодых креативных направлениях. Также я бы хотела отдельно отметить то, что у нас очень большое количество тематических иллюстраций. Дело в том, что Зоя рисует на планшете, и у нее это просто отлично получается, и практически каждая картинка – это эксклюзив, нарисованный ей, и мы используем это как не только в сувенирной продукции, но еще и вот в таких вот разнообразных тематических подборках и в социальных сетях. Например, когда мы сделали вот такой постер «Не сиди просто так, думай что-нибудь», у нас параллельно проходила еще «Ночь искусств», «Библия ночь», и мы там тоже сделали такой вот баннер, где люди приходили и фотографировались на фоне, как девочка с персиками, картина. И таким образом мы тоже давали понять, что вот это как все связано, что вот мы как бы близко, и Гоша рядом, и вы тоже можете так попробовать себя в такой вот роли, такой способ продвижения. А также все картинки, которые рисует Зоя, несмотря на то, что они идут у нас в основном на печать на какую-то, используются для мероприятий, а мы их также выкладываем в социальные сети для того, чтобы показать процесс работы, как это все создается, как это рисуется, может быть, там какие-то референсы, как художник работает. И таким образом мы еще привлекаем людей с помощью конкурса. Например, если у нас готовая есть сувенирная продукция, например, значки какие-то, мы можем выложить фотографию или картинку Гоши, как раз-таки уже нарисованную, и предложить людям, чтобы они какую-то активность выполнили в социальных сетях для того, чтобы выиграть именно вот этот значок с Гошей. Это, если вы посмотрите, то по количеству лайков, репостов и вообще вовлеченности это занимает достаточно хорошую позицию. Это можно было бы использовать и другим библиотекам. Если, допустим, у вас есть какие-то наработки в процессе, что-то вы делаете, вы могли бы это показывать, как это все у вас происходит, как вы к этому пришли результату. Для того, чтобы показать, как вообще можно и что продавать в библиотеке, хотела бы продемонстрировать вам наш электронный сайт. Это интернет-магазин, можете по QR-коду перейти, посмотреть вообще весь ассортимент, но я примерно представлю, что вообще можно продавать в библиотеке. Это, конечно же, не только книги, но и, в принципе, фонд мы, естественно, не продаем. Это совершенно другой род деятельности. Я бы назвала, что это бизнес, просто бизнес, но только в библиотеке. Мы, так как разработали большое количество сувениров, мы решили, что их мы будем не просто дарить на какие-то мероприятия наши, когда к нам приходят гости, но и еще мы можем это продавать в интернет-магазине, так как это пользуется спросом большим. Когда приходят люди, они хотят что-то увезти с Ямала, с библиотеки, что-то такое знаковое, интересное. Вот. Доставка у нас, кстати, по всей России. Смотрите, у нас там есть такой раздел «Фирменная одежда». Это тоже те же принты, но только уже более такого другого формата, то, что больше привлечет туристическое направление людей, которые приезжают к нам на Ямал не просто в библиотеку, а именно посмотреть какую-то культуру нашу, традиции, посмотреть север, снег. Вот мы в этом плане как бы начали работать, разрабатывать сувениры именно такого направления. И также, чтобы это, естественно, немножко с библиотекой сочеталось, с нашими интересами.
Вот. Также у нас вот такая вот есть открытки различные, также аксессуары, шоперы, футболки, ну и различная такая текстиль. Отдельным направлением мы для себя выделили книги. Вообще мы даже не думали, что книги могут продаваться именно вот в таком формате, но это понравилось людям. Дело в том, что у нас нет в городе книжного магазина. Вообще нет. Если люди где-то и покупают, то, наверное, заказывают по интернету. Но мы решили так вот сделать такое вот, предложить людям именно наборы книжные. У нас как раз работают девочки в фонде и подбирают именно по тематикам, по предпочтениям мужское, женское, детское. И такие образовались у нас классные наборы, которые мы тоже продаем в нашем интернет-магазине. Ну и больше это все-таки для тех, кто живет в нашем городе. Также мы разработали сценарии готовые, которые, например, мероприятия мы уже проводили и хотим поделиться своим опытом, чтобы люди тоже могли провести, вот скачал презентацию там с материалами, да, и уже готовое что-то можно было бы и на своей площадке провести. Также у нас сейчас в процессе печати наша игра «Этномафия». Также рисовал наш дизайнер. Это, можно сказать, что то же самое, что мафия, но только переложенная на этнический мотив. Немножко такая другая у них как бы история. Там мы все прописали по ролям, что у нас там и духи есть, и оленеводы. В общем, такая интересная история, своеобразная именно под наш северный колорит. Вот, и мы этим тоже занимаемся и думаем, что оценят наши читатели и вообще, в принципе, жители нашего Ямала. По поводу продвижения хочется сказать отдельно слайды, показать вам о том, что каждое мероприятие у нас начинается с того, что мы пишем новость или пресс-релиз для Департамента культуры. Дело в том, что у нас есть как бы такая иерархия. Когда мы, например, создаем мероприятие региональное, мы прежде всего должны подать эту информацию через губернатора Ямала, для того, чтобы это распространилось гораздо больше, чтобы об этом узнало гораздо больше людей, как-то вовлеклись все СМИ, чтобы было больше продвижения. Мы работаем именно через пресс-службу губернатора. Когда у нас немножко такие наши мероприятия городские, мы это все делаем в любом случае через департамент культуры. Когда я начинала работать, в принципе, все же нарабатывается там шишками, и, там, методом проб и ошибок, поэтому мне хотелось вообще посмотреть, как работают коллеги в этом направлении. Возможно, кому-то сейчас это пригодится, кто, может быть, на старте, кто думает, строится стратегия, как вообще продвигать, с чего начинать. Вот мы начинаем с этого. Это первый этап, который мы создаем с куратором мероприятия. Мы садимся вместе и пишем, допустим, он пишет основу, мы уже пишем это в разных таких жанрах, например, пресс-релиз берут СМИ, а на сайт, например, наш, мы немножко как бы меняем подачу, меняем информацию. Также второй пункт, после того, как мы опубликовали информацию в департаменте, мы это все публикуем в СМИ. Наши коллеги очень хорошо работают с нами. Мы создали такую группу, где оперативно мы можем написать всем коллегам из средств массовой информации, скидываем пресс-релиз, несколько фотографий и знаем, что именно эти люди, они уже будут для себя какие-то выжимки брать для распространения это в разных ресурсах. Это очень удобный формат, когда все СМИ у тебя в одном чате. Не нужно никуда там рассылать 10 тысяч писем. Вот, у тебя один чатик, все вы друг друга знаете, это очень облегчает жизнь и нам, и им, потому что они знают, что в Национальной библиотеке часто проходят мероприятия хорошего масштаба, чтобы им прийти и снять какой-то качественный контент. Также мы работаем по продвижению в социальных сетях, именно вот, например, если мы говорим о продажах, мы задействуем небольшое количество постов
в своих социальных сетях, потому что у нас 4400 подписчиков, достаточно хорошая аудитория для библиотеки, где можно как бы дать информацию, плюс дополнительно, если есть средства, то можно сделать таргетированную рекламу. Ну, обычно мы к ней не прибегаем. Дело в том, что у нас как бы сокращенные бюджеты на рекламу, и практически все, что мы делаем, это делается бесплатно, на дружеских началах, на каких-то договоренностях, и таким образом пытаемся продвигать через такие способы. Один из таких интересных способов – это рассылка сообщений через документооборот, тезис. Может быть, у кого-то есть, не знаю, как там в других регионах это работает, но у нас есть такой документооборот, а мы через него делаем рассылки. А также у нас есть билетная система Quick Tickets, через которую мы тоже настроили маркетинговую площадку рассылки. Там у нас около 1000 подписчиков как раз с электронными адресами. Мы тоже таким образом пытаемся распространять информацию. Это очень короткие сообщения, буквально до абзаца. Очень коротко мы говорим о том, что мы предлагаем, куда перейти, чтобы узнать что-то подробнее. А также мы активно продвигаем наши услуги в читальном зале. А также огромная работа ложится на библиотекарь, которые ведут разъяснительную работу с участниками. Также у нас есть информационные стенды, различные промоакции мы используем, привлекаем блогеров, выступаем. Вот, например, сегодня, когда я выступаю, это тоже как бы вид продвижения и, в принципе, стратегия Национальной библиотеки участвовать во всевозможных всероссийских международных форумах и каких-то крупных событиях. И после того, когда вот это вот все мы выполнили, только тогда запускается сарафанное радио. К сожалению, коллеги не всегда понимают, что сарафанное, вот говорят такие, а вот давайте-ка запустим сарафанное радио. А мы такие, ну, до сарафанного радио есть целый цикл того, как его запустить. В общем, когда мы вот это все выпускаем, потом уже, естественно, и запускается сарафанное радио для того, чтобы привлечь людей к нашим мероприятиям. Еще бы хотела сказать, отметить, то, что несмотря на то, что у нас очень большое количество мероприятий проходит бесплатно, все равно люди как-то воспринимают то, что их, в общем, людей нужно уговаривать в любом случае, проводить разъяснительную работу, рассказывать, демонстрировать преимущества даже того же бесплатного какого-то вебинара, тренинга или других каких-то площадок там образовательных. Даже вот просто на примере, на своем личном расскажу о том, что я вот продавала детские вещи. Они были вот у меня просто лежали, я хотела их просто отдать просто, чтобы там кто-нибудь носил. Пока я не сфотографировала все эти вещи красиво, мне их никто не забрал. Просто потому что нужно все-таки любую вещь, даже бесплатную, нужно хорошо, красиво презентовать. К тому, что как мы еще делаем медиапланы на окружные мероприятия. Вот хотела показать прям наш такой внутренний документ, как мы строим работу по медиапланированию, по освещению крупных событий. Вот, например, у нас будет в Новом Уренгое проходить фестиваль, да, я уже говорила. Я вот таким образом себе выписываю, кто у нас, какие даты, кто придет, кто участник, кто ответственен за какую площадку, вот с какого числа, прям до времени, до миллиметров мы прописываем вообще все, что вообще можно представить, и как вообще продвинуть дальше наше мероприятие. У каждого этого пункта есть исполнитель и площадки, как мы это все используем. Если, может быть, кому-то пригодится, можете использовать такого плана медиапланы, смотреть, как это делаем мы. Это очень удобно, это только начало. Вообще медиаплан нашего фестиваля состоит где-то 3-4 страницы именно по пунктам, что мы будем делать. Дальше у нас еще и остались также способы продвижения. Это информационные ресурсы пресс-службы губернатора, городские светодиодные экраны мы будем задействовать, реклама в общественном транспорте,
лендинги различные мы сейчас проработали как раз, и презентация акции Библиозора. Опять же, повторюсь о том, что у нас проходит регулярная акция Библиозора, когда мы выезжаем в трудовые коллективы и показываем, как строится наша работа, презентуем лучшие проекты и предлагаем нашим читателям записаться в библиотеку, посмотреть наши книги, которые мы сразу приносим на мероприятие. Все это занимает минут 20-30, и таким образом мы информируем большое количество населения, чтобы они приходили к нам в библиотеку. По поводу конкурсов. Тут вообще можно было бы вообще отдельную лекцию, наверное, прочитать, но у нас осталось не такое большое количество времени. Расскажу о проекте «Топ-блок», в котором мы участвовали в прошлом году и заняли, в общем, вышли в финалисты из 20 тысяч, наверное, участников, большое количество было участников. Мы вышли в финал, 200 участников, поехали в Москву как раз на вручение и определение победителей. Что это нам дало? Это, во-первых, дало нам понять, что наш уровень социальных сетей и вообще контента, он достаточно высокий. Посмотреть, какие вообще есть другие блоги, как вообще ведут люди продвижение свое. Как бы показать, да, когда мы представили свое видео, и потом, когда впоследствии выиграли, да, я когда приехала, мне сказали: о, вы та библиотека, именно вот, которая видео у них классное. То есть уже запомнили нас не просто как каких-то участников, а именно по видео, по хорошему видео, которое, нас вывело в финал. Давайте мы сейчас с вами посмотрим этот ролик, 3. Привет, Так, видео библиотеки! началось. Посмотрите на свои книги, на наши, на свои, а теперь снова на наши. К сожалению, они не всегда похожи на наши. Так может быть, хватит читать всякое старье и пора переходить на новый уровень? Посмотрите на свою худи, а теперь на мою. Посмотрите вниз, теперь вверх. Где вы? Вы в Национальной библиотеке Ямала, и хороший мерч может быть вашим. Вы знали, что заниматься в библиотеке в 6,5 раз эффективнее, чем просто зубрить в душе? Закройте глаза, теперь откройте. Где вы? Вы в прекрасном стильном месте, где можно залипать в интернете. Посмотрите на свои руки, а теперь снова на меня. Это мой ноут с доступом к картотеке всей библиотеки. Взгляните снова. Ноут превратился в шикарный сочный бутерброд. Все становится возможным, когда ты в библиотеке. Но это не точно, потому что еду вам должна положить мамочка. О, какая чудесная книга, просто бум из картинок и букв. Тут таких миллион. Иди читай в детской зоне, она для этого и создана. Ну все, хватит этих детей, их слишком много, потому что им у нас слишком хорошо. Теперь мы на вечеринке по Пушкинской карте, а это волонтеры. Они сами придумали этот проект и сами его реализуют. А еще они в одинаковых футболках. Да, это все в нашем стиле. Пик, пик, пик. Можешь делать так, пока не потратишь 5000. Еще можешь получить море скидок по читательскому билету. Конечно, если он у тебя есть. О проектах, книгах, мероприятиях, акциях, встречах, презентациях, эфирах, подкастах, рубриках. Если и этого мало, то чекайте соцсети. Они оформлены в едином стиле, а разные рубрики о книгах стали нашими фирменными фишками. Разыграем крутой мерч? Может, хочешь такую футболку или худи, подушку или другие крутые плюшки? На каждом мерче наш символ – олененок Гоша. Почему Гоша? Не задавайте глупых вопросов, а лучше приезжайте на Ямал на наши мероприятия. Или к нашим коллегам из округа, ведь этот проект окружной. Квесты, творческие встречи с писателями и мастер-классы. Каждый найдет занятие по душе. Национальная библиотека Ямала. Новая, яркая, твоя. Снято. А теперь работать. Мероприятия сами себя не сделают. На самом деле мы очень долго старались над этим видео. Если вы заметили, то очень много количества переходов, разной съемки, даже задействовали квадрокоптер в конце.
Сценарий писали дня 3-4, наверное, думали вообще, как это все лучше сделать, меняли бесконечное количество раз кофточки, как это все склеить. В общем, все это нам помогло выйти в финал топ-блога. Для того, чтобы вы примерно понимали, какого уровня должны быть работы, чтобы выйти в финал, можете взять как бы, пример, может быть, для себя, что над видео стоит достаточно количество времени работать. Какой-то шум. Также я бы хотела рассказать о том, что есть такой конкурс Art Masters. В этом году мы тоже хотели подавались, но не прошли. Дело в том, что тоже должно быть у человека такой достаточно большой запас знаний. И я прошла только на 41 балл, а надо было 51. В общем, чуть-чуть не дотянули, но дело в том, что у нас будет в следующем году тоже такое желание выступить и принять участие. Можете тоже как раз поучаствовать. Будет там очень много направлений, что самое интересное. Я подавалась на направление копирайта. Есть и графический дизайн, и видеомонтаж, и, в общем, целая куча всяких компетенций, где можно вообще проявить себя как профессионала. Также есть такой конкурс «Мастерская новых медиа». Здесь именно тем будет интересно поучаствовать, кто видит себя все-таки как журналист, как человек, который ведет собственное СМИ. Ну, так как мы являемся уже независимым СМИ, да, вот наша социальная сеть, 4,5 тысячи подписчиков, это уже считается средством массовой информации. И те, кто набирают больше 3000 подписчиков, они как раз уже считаются новыми медиа. Вот, можно как раз-таки принимать участие в таком формате «Мастерская новых медиа». Как раз такой обучающий образовательный проект, когда приезжаешь и слушаешь лекции от ведущих вообще людей нашей страны. Мне бы было очень интересно в нем принять участие, может быть, коллеги тоже заинтересуются и примут участие, победят и поедут учиться. А еще хотелось бы сказать, что есть такой конкурс «Пресс-служба года». Мы в нем вообще думали, поучаствуем на всякий случай. В общем, подались на 3 номинации. Это «Пресс-служба года», «Пресс-служба пиар с нуля» и еще какой-то, не помню уже какой. В общем, 3 номинации. А в итоге победили в самой престижной, самой такой главной номинации «Пресс-служба года» 2022 года. Вот. Для того, чтобы принять участие, там вообще, в принципе, не трудная такая регистрация. Нужно сделать небольшую презентацию, написать хорошее описание проекта, там такая заявка, и отправляешь на рассмотрение, и тут же, в принципе, недолго времени вам отвечают, нужно ли доработать или все в порядке. Если нужно доработать, естественно, хорошо, что тебе сразу до того, как определили победителей, тебе сказали, что там что-то не то, не хватает, или сразу регистрируют, что вы участник. Вот. Нас это, конечно, очень шокировало и порадовало. Желаю вам тоже принимать участие в совершенно нестандартных для библиотекарей конкурсах и побеждать. Также еще у нас, мы сейчас зарегистрировались на такой проект «Суровый питерский СММ». Это будет, по-моему, форум, не скажу точно. Там есть такое поле «Заполнить как спикеру» или «Принять участие». Принять участие там можно за деньги, а спикеры проходят конкурсный отбор. Так вот, мы взяли и подались как спикеры, и сейчас проходим конкурсный отбор. Подали темы, которые мы будем освещать, презентацию, там видео тоже мы приложили, в общем, такое о себе небольшое портфолио, для того, чтобы наши коллеги могли понять, что мы тоже можем о чем-то поговорить именно на тему СММ. И я бы не хотела отходить от такой идеи о том, что какой-то библиотечный СММ или там, допустим, СММ какой-то, не знаю, в сфере бьюти. В целом это СММ для всех.
да, и вливаться в общую такую тусовку, в общую культуру направления по социальным сетям нам, как библиотекарям, тоже очень полезно. Видеть, как развиваются другие направления бизнеса и вообще, как развивается сама в мире. Вот. Вот таким образом я хотела бы закончить о том, что нужно развиваться, смотреть не только именно наши библиотечные какие-то конкурсы, но еще и дополнительно вырываться куда-то, где нас еще не видели.